попытаешься эту птицу изобразить. Попробуем? Да. Одному мальчику предложили пройти кастинг на роль ведущего шоу, а такси оплатить забыли. Пошел он через дремучий лес, да и заблудился. Телефон не ловит, вдруг слышит ворон. Так страшно мальчику стало, да делать нечего. Надо идти дальше. Сердце колотится, будто дятел по дереву. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Смотрит, а тут и правда дятел на дереве. Засмотрелся на дятла мальчик и не заметил, как ударился головой об сухое дерево. А из дупла как заорет на него воробьиный сыч. Побежал он, не оглядываясь, только пятки сверкают, и прибежал на лесное озеро. Проверил телефон, и тут не ловит. Подплывает к нему Чирок-Клоктунок. И говорит, а мальчик-то по птичьи не понимает. Позвал тогда Чирок-Клоктунок на помощь свою подружку. Подплыла Морянка и говорит, все равно ничего не понятно. Позвали Чирок-Клоктунок и Морянка хохлатую чернить. И давай щебетать. Попятился мальчик назад и провалился в яму. Лежит, смотрит в небо, а над ним коршун кружит. Стал он из ямы выбираться, не хочет на кастинг опаздывать, и встретился нос к клюву с Бекасом. Вылез он из ямы и увидел кукушку, и спрашивает, «Кукушка, кукушка, сколько мне еще идти осталось?» Отвечает кукушка, «Да, не близко». Смотрит, павлин стоит, и говорит ему павлин, «Давай подвезу». Сел он на павлина и поехал дальше, а вслед ему кричат птицы, жаворонок. «Пока, мальчик!» А чибис ему вторит. «Возвращайся еще». А мальчик думает, да ну вас, лучше в следующий раз на такси. Остановился павлин и говорит, мол, дальше не могу, дорога платная. Слез наш горе-путешественник с павлина и видит синицу. А синица оказалась помощницей продюсера и вывела мальчика к офису. И прошел он кастинг и стал ведущим шоу «Чудо». Вот и сказочки конец. А кто слушал, кря-кря-кря. Это был невероятный Никита Никитин. Никит, ну, на самом деле и браво, и аплодисменты, которые тебе кричат, это действительно заслуженно. А во-вторых, все красные квадратики, которые на тебя насыпались, ты можешь забрать с собой на память о сегодняшнем дне. Ну а самое главное, что тебя ждет еще и подарок. Ты готов к подарку? Конечно. Ну тогда тащите подарок сюда. Так, смотрим, что там. Спасибо. Это солнечная, непроницаемая фотоловушка, о которой ты мечтал. Она тебе обязательно пригодится в твоих исследованиях. Ну а прямо сейчас, давай-ка я ее подержу вот тут в руках, а ты отправляйся на наш чудо-стул и обратись ко всем птицам, ко всем людям, ко всем жителям нашей страны и ко всем нашим телезрителям.
Меня зовут Никита. Я желаю, чтобы у всех у вас в саду и в душе пели соловьи. На синем небе над вами летели жаворонки. Пусть всегда окружает вас красота, похожая на павлина. Пусть ваши мечты сбываются. Все, что задумано, пусть сбудется. Все, что хочется, пусть получится. Я желаю вам море счастья и океан добра. И еще, берегите птиц. Никит, мы хотим тебе тоже кое-что сказать. Не на птичьем, правда, языке, а на человечьем, но я думаю, тебе понравится. Никита Никитин, ты